Ребята, сегодня мы с вами поговорим о теме разделения властей. И сегодня мы подытожим наши с вами знания тестом. Она только вернулась с конкурса, но занятия в школе никто не отменял. Мадина Евлоева, учитель истории и обществознания, решила проверить свои знания и способности. Приняла участие во всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История в школе. Традиции и инновации» и заняла почетное 3-е место. В первую очередь, вот этот конкурс, он дал мне толчок к моему развитию, к тому, чтобы я не стояла на определенном каком-то пути и шла дальше. Потому что именно данный конкурс, он не просто конкурс, вот мы обычно учителя готовим учеников, но мы не должны забывать и о том, что надо принимать участие и в своих профессиональных конкурсах, в которых мы можем понять, на что мы способны. Мы выходим из какой-то зоны комфорта и получаем тот итог на выходе, а вот этим итогом и является место, как нас оценили. Всероссийский конкурс педагогического мастерства проводился с июня в 3 этапа. За весь период учителя-историки наглядно продемонстрировали свои навыки в проведении уроков, разработке учебных программ, а также в участии в научных проектах. А второй этап нужно было подготовить проект урока, но здесь тема была единая для всех субъектов федерации. Тема была следующей. Россия с 1991 года до наших дней. Но изюминка этого задания состояла в том, что каждый представитель определенного региона должен был предоставить проект урока на основе своего региона. И в данном случае история Ингушетии, вот именно это такая отправная точка, отправной такой этап, такой значимый для нас, и я рассказала об этом. Главная цель конкурса – выявить и поддержать талантливых школьных учителей истории, которые способны на практике внести свой вклад в развитие педагогической мысли. Своим опытом и инициативой поделилась наша героиня. Она также показала, как совершенствовать подходы к изучению нестандартных тем. Допустим, я, так как все-таки мои предметы – это история и обществознание, мне ближе такие методики, как групповая работа, проектная работа. И также историки должны развивать у учащихся критическое мышление. Почему именно я базируюсь именно на этих методиках? Потому что все-таки история – это такой предмет, на котором изучают прошлое нашего народа. И история, она должна развивать патриотические чувства у детей. И мы должны разнообразить нашу работу так, чтобы детям было интересно. Это самая главная задача учителя истории. Ее методика преподавания по нраву и ученикам. Школьники всегда с интересом и удовольствием посещают уроки истории. Я с удовольствием хожу на ее урок, так как у нее на уроке бывает очень интересно, она очень хорошо объясняет темы, она мастер своего дела. В профессию педагога Мадина Махмудовна пришла благодаря своему школьному учителю. Так, после окончания школы в 2003 году она поступила в Ингушский государственный университет, который спустя 5 лет окончила с красным дипломом и сразу же вернулась в родную школу в Инарки. В этой школе я проработала 12 лет. Это были самые лучшие годы моего становления как личности учителя. На самом деле, вот именно для становления личности учителя там были созданы все условия, поддержка. Вот как сейчас очень активно и бурно обсуждают, вот именно наставничество. Наставничество всегда было, и в то время были люди, которые курировали мой путь становления. А в 2020 году меня пригласили в ГБУ СОЖ номер 2 города Малгобек стать заместителем директора по учебно-воспитательной работе. И вот уже почти 4 года она трудится в стенах второй Малгобекской школы. Кстати, новости о победе коллеги здесь обрадовались, но не удивились. По словам учителей, было вполне ожидаемо, что силы и время, вложенные Мадиной в работу, оправдают себя. Мы с Мадиной Махмудовной работаем уже несколько лет, и за это время мы узнали ее как очень ответственного учителя, зауча, очень порядочного человека, профессионала.
знающего свою работу, любящего свою работу. Кроме того, что она выполняет свои обязанности прямые у нас в школе, она еще принимает участие в различных конкурсах и неоднократно занимает призовые места. Кстати, об этом. Недавно Мадина представляла республику в финале всероссийского конкурса «Флагманы образования», который проходил для управленцев в сфере образования и педагогов. Она вошла в десятку лучших и на достигнутом решила не останавливаться. Новые вызовы для нее – возможность профессионального роста. Хава Гагиева, Султан Мугушков, Новости 24.